Большие пакеты с подарками. Здесь все, что сейчас так необходимо вынужденным переселенцам из Украины, которых летом приняла Северная Осетия. Попавшим в беду людям решили помочь сотрудники республиканского МЧС. В пункты временного размещения в Беслане и Владикавказе они привезли теплые вещи и обувь. Не забыли и о малышах. Для них подготовили сладкие подарки под елочку. От Главного управления, от всех подчиненных подразделений наших, это отряд Федеральной противопожарной службы, Центр управления в кризисных ситуациях. Это именно по инициативе самого личного состава, который, естественно, не хочет остаться в стороне от беды, люди оказались в которой. Ну и это на добровольных началах собрали и сейчас вручаем. Маленькую Машу Сторожук не узнать. Только что была просто девочка с косичками, а вдруг стала настоящей Снегурочкой. Нарядная розовая куртка с узорами, белая шапка с мохнатыми ушками, веселые теплые сапожки. Размер подошел точь-в-точь. Маша и ее старшая сестра Лиза благодарят за обновки. Спасибо всем, что в нас свой личный дом. Спасибо всем за то, что вы нас одеваете и кормите. Спасибо. 10-месячный Кирилл притих на руках у мамы Юли. Слишком много незнакомых людей вокруг. Женщина благодарит осетинских спасателей и рассказывает, что с мужем планирует обосноваться здесь. Возвращаться некуда. Мы уезжали летом, и сильно мы коляску брали, и ребенок сильно не унесешь много. Поэтому вещей, у нас не было, теплых тем более. Что здесь дают, то у нас есть. Со всеми беженцами пообщался начальник республиканского МЧС Александр Харужий. Он предложил помощь в решении организационных вопросов. В основном просьбы касались оказания медицинской помощи, регистрации по месту жительства. Александр Харужий выслушал каждого, записал все просьбы и обещал разобраться. Яна Гайгиева, Ирина Санакоева, Алан Кайтуков, Осетия ТВ.